А теперь мы приглашаем участников, победителей. Лейла Убагачиева, шахматная школа «Падежах», тренер Мусаплиев. Сегодняшний турнир открывает с награждения триумфаторов первенства СКФО. Турнир прошел в декабре 2021-го. Наши спортсмены показали зрелищную битву королей. Сотня участников, юноши и юниоры, сражались в 3 категориях. Участвовали даже самые маленькие шахматисты. Амиру и Хаве по 7 лет. Это их первое выступление в соревнованиях такого уровня. Амир взял серебро в блице и бронзу в рапите. Хава также стала бронзовым призером турнира. Первую партию было тяжело, но вначале так легко. Дебют был хороший, а вот в конце не заметил. Пешку зевнул, я думал, он просто пешку, а он на мат не падает автоматически. Из-за этого проиграл первую партию. В первой партии я, конечно, волновалась, но в конце там она поставила ферзя под моего слона. И когда я скушала, она мне поставила геймат. Ну а в целом результатом вы довольны? Да. Да? А в следующий раз планируете еще раз посетить? Планирую в следующий раз по классике первого, по рапиду первого и по блицу первого. В королевском гамбите состязуются 12 команд со всей республики. Настольные баталии среди школьников обещают быть жаркими. Заместитель министра образования поздравил всех участников и пожелал хорошей игры. У нас сегодня дебют. Дебют не в плане шахматных композиций, а в плане того, что 4-я школа сегодня впервые в Республике Ингушетия, мало того, что сам чемпионат буквально зарожден с коленок недели 2-3 назад, так и школа сама является впервые у нас площадкой для проведения вот подобного мероприятия. Поэтому мы очень надеемся, что эта площадка станет ежегодной, и она будет постоянно нас встречать здесь. Это финальная игра в рамках регионального турнира. Каждый постарается занять первую строчку. Правила игры просты. Стенка на стенку, 4 на 4. Для победы необходимо обыграть 3 участников команды противника. Для ничьи 2. Актовый зал превращается в площадку баталий. Участники ждут жеребьевку. Кто-то нервничает, а кто-то уже уверен в своей победе. Халид Келигов из вторых. Получив сегодня награду за первенство СКФО, он планирует показать мастер-класс своим сверстникам. Мы собираемся получить первое место, потому что наша команда самая сильная. У нас 3 призера из КФО. За этим столом идет противостояние Кантышева и Сунжинского района. Играют блицом. Мешкать нельзя и долго думать тоже. На все про все 10 минут. Но не прошло и 5, как прозвучал шах и мат. Алия Харсиева, двукратный чемпион СКФО, без малейших эмоций на лице одолевает своего оппонента. Думаю, что моя команда выиграет. И если у нас есть уже дополнительное очко, то если один проиграет, а один выиграет, у нас будет ничья, и будем смотреть по дополнительному. Прошло около 5 минут, как началась игра. Ты так быстро закончила? Она мат зевнула, и она хотела защитить пешку и сама проиграла. Играют по швейцарской системе. Победителей будут отбирать по набранным очкам. Шахматный турнир среди школьников проводится при поддержке Федерации по шахматам и Министерства образования региона. Шахматы – это, возможно, самый древний вид спорта. И шахматы, несомненно, активизирует умственную способность детей, его смекалистость, потому что ребенок развивает мыслительную деятельность, развивает очень активно память, развивает логику мышления. Мне кажется, что в каждой школе шахматы должны быть в приоритете, и дети все максимально должны быть задействованы в этом виде спорта. Шахматный турнир проводится среди учащихся 2 возрастных категорий – от 1 класса до 4 и с 5 по 9 классы. Это финальная игра, 3-й этап. Первый отборочный проходил в школах, 2-й муниципальный. Сегодня главная схватка. Дебютный турнир получается, да, вот. Надеюсь, он будет ежегодный, да. И может из этого турнира там вырастет у нас наподобие как бы белой ладьи на нашем республиканском местном уровне. Помимо ценного опыта, развития своих навыков и освобождения от пары уроков, победители получат призовой кубок «Королевский гамбит», плюс призы от одного из местных меценатов. Тамара Хшагульгова, Адам Глоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.